Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона ведущая Саргалана Антонова, за режиссерским пультом Марина Городова и Екатерина Голикова. В рамках Всемирного дня безопасного интернета, который отмечается во второй вторник февраля, то есть сегодня, Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия присоединяется к акции «Узнай о своих долгах». Она является всероссийской и проходит по всей стране. Так будут развернуты мобильные пункты, где любой желающий сможет проверить себя по базам службы. И сегодня у нас в гостях начальник отдела правового обеспечения Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия Гаврил Петрович Слепцов. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. И главный специалист-эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации управления Елена Владимировна Зингинизова. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, напомню, что наша программа выходит в прямом эфире на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Телефоны нашей студии 32 2066 и 32 1166. Пожалуйста, если у вас есть вопросы к моим собеседникам, то звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, первый вопрос я хотела бы задать Елене Владимировне. Вообще, в чем заключается данная акция? Да, вот сегодня по всей России проводится информационная акция «Узнай о своих долгах». И цель данной акции – это повышение правовой и финансовой грамотности граждан. И, кроме того, разъяснение правил информационной безопасности физическим и юридическим лицам. Угу. Вообще, в каком формате будет проводиться данная акция? Вот мы говорим, что по разным регионам она проводится по-разному, да? Да, действительно, она проводится по-разному. Это зависит от эпидемиологической обстановки в регионах. А в этом году судебные приставы развернули мобильные пункты. Это в Якутск-Энерго, в налоговой службе, и где граждане могут узнать о наличии своей задолженности. Кроме того, судебные приставы будут разъяснять правила информационной безопасности, потому что, к сожалению, участились случаи мошеннических действий недобросовестными гражданами. Вот. И в сети интернет можно найти множество ресурсов, которые подражают официальным ресурсам нашей службы. Поэтому необходимо знать несколько правил. Во-первых, получать информацию необходимо только из официальных источников, то есть из официального сайта r14.gov.ru. На этом сайте есть информационный такой электронный сервис «Узнай о своих долгах». Угу. Банк данных исполнительных производств. Вот с помощью него можно узнать безопасно свою задолженность. Кроме того, осуществлять оплату необходимо тоже только посредством либо госуслуг, либо посредством нашего сайта. В банке данных исполнительных производств есть возможность распечатать уже готовую квитанцию и воспользоваться ей, оплатить в кредитных организациях либо на почте. В-третьих, хочется отметить и сказать, что если гражданин сомневается, что с ним беседует сотрудник службы, ему необходимо окончить разговор и перезвонить в нашу службу, в группу телефонного обслуживания по номеру телефона 31 96 97, либо по телефонам, которые указаны в разделе «Контакты», также на нашем официальном сайте. Угу. Потому что действительно участились случаи, когда не совсем добросовестные граждане ходят по квартирам, да, звонят, узнают, например, персональные данные, просят код с пластиковых карточек. Да, ни в коем случае персональные данные свои говорить не стоит. Угу. Также могут звонить, говорить, представляться с сотрудниками нашего ведомства, угрожать, что на них возбуждено какое-то исполнительное производство, уголовное дело и так далее. Угу. Если сомневаетесь, что это действительно сотрудник, необходимо разговор прерывать. Ни в коем случае не давать номера карточек, тем более пин-код своей карты. Угу. Ну, действительно, такие меры, как запугивание, бывают влиятельными, поэтому граждане иногда теряют свою бдительность. Да? А расскажите, пожалуйста, более подробно про банк данных исполнительных производств, о котором вы упомянули. Да, я вот до этого ранее сказала, что на официальном сайте работает электронный сервис «Банк данных исполнительных производств». Есть поисковая строка «Узнай о своих долгах». Кроме того, есть расширенный поиск. В него необходимо вбить фамилия, имя, отчество, дата рождения. Если появится информация, значит, у этого гражданина или у юридического лица есть задолженность.
Если же высветится строка, что ничего не найдено, то есть у этого гражданина либо у юридической организации нет задолженности. Если имеется задолженность, то выйдет фамилия, имя, отчество должника, дата рождения, номер исполнительного производства, предмет исполнения, судебный пристав-исполнитель, который ведет исполнительное производство, и его контактные данные. Хорошо. Следующий вопрос я хотела бы адресовать Гаврилу Петровичу. Расскажите, пожалуйста, в чем суть деятельности судебных приставов? Ну, Федеральная служба судебных приставов это является федеральным органом исполнительной власти, которая выполняет основные функции. Это исполнение судебных актов других органов и должностных лиц, правоохранительную функцию, также обеспечение установленного порядка деятельности судов и контроль и надзор за деятельностью коллекторских организаций. Одной из главных категорий в работе судебных приставов, как я знаю, является взыскание алиментов. Да? Мы можем озвучить данные о сумме алиментных платежей, которые были собраны в прошлом году? Ну, в прошлом году, в 2020 году, было взыскано в пользу несовершеннолетних детей более 176 миллионов рублей. В целом, нагрузка, конечно, большая по исполнительному производству на каждого пристава. И алиментные платежи, категория таких дел занимает значительную тоже категорию, массу. А сколько у нас детей ежегодно оказывается под так называемым попечением судебных приставов? На данный вопрос не могу сейчас ответить более точно, да, но думаю, что все дети, которые... Здесь еще необходимо отметить, что в одном исполнительном производстве может быть несколько несовершеннолетних детей. То есть родители развелись, в семье осталось 3 несовершеннолетних детей. Получается, одно исполнительное производство на 3 несовершеннолетних детей. Да, поэтому конкретные цифры мы не можем сейчас сказать. Хорошо, но мы все-таки привыкли, да, что жены подают в основном заявление об уплате алиментов мужьям, а у нас бывает ситуация, например, обратного порядка, когда, наоборот, мужья подают на жен. Ну, вообще в правоприменительной практике такое допускается, да, и в Якутии также не исключение, такие случаи происходят. А бывает, что пожилые, например, родители подают на детей? Ну, на моей памяти, в моей практике такого не было, но это, опять же, семейным кодексом предусмотрено такое право, поэтому вполне возможно. Ну, давайте, наверное, частные случаи разберем, чтобы проще все-таки нашим радиослушателям, телезрителям было. Предположим, что ребенку 10 лет, а родители развелись, когда ему было, например, 3 года. Да? Можно ли в таком случае истребовать алименты за все годы? И как доказать, что вообще муж уклонялся от уплаты? Ну, для этого необходимо обратиться в суд. Да? Заявительница, если это мать, подает исковое заявление о взыскании алиментов, указывает в исковом заявлении о том, что не получала никаких платежей от уклоняющегося родителя. И суд уже в этом случае рассматривает все необходимые доказательства и в случае установления причин, да, и действительно обстоятельств, что была задолженность, он ставит, взыскивает задолженность в полном размере. При этом задолженность потом удерживается в размере 50% от заработной платы должника. А есть ли например, какой-то опыт, да, какая мера воздействия на алименщиков является самой эффективной? Конечно, привлечение к уголовной ответственности, да, это 157-я статья Уголовного кодекса, она будет наиболее эффективной мерой, но в то же время принимаются иные меры судебного пристава, у него довольно обширный перечень таких принудительных мер исполнения по алиментным обязательствам. Это ограничение права на выезд, ограничение права пользования специальным правом, допустим, водительским удостоверением. Кроме того, возбуждение дел об административных правонарушениях и привлечение к обязательным работам. Ну, давайте все-таки немножко расскажем о работе судебных приставов. Да? С чего вообще начинается их работа? Это вызов на встречу или визит к должнику? Вообще, работа судебного пристава начинается с получения заявления о возбуждении исполнительного производства. То есть в течение 3 дней по закону об исполнительном производстве судебный пристав исполнитель должен возбудить исполнительное производство. В дальнейшем, у нас есть программное обеспечение, автоматизированная информационная система, АИС, так называемая, да, где судебный пристав производит все свои действия. Начинается, получается, с принятия заявления.
Мгм. Мы знаем, что Федеральная служба судебных приставов публикует данные о злостных неплательщиках алиментов в печатных средствах массовой информации. Но вот как вы считаете, достаточно этого или нет? Ну, я считаю, что это тоже действенная мера, да, ну, поскольку никому бы не хотелось, чтобы про него негативная информация какая-то поступала, средства массовой информации. Вот. Ну, в целом, да, одна из действенных мер. считаю. Елена Владимировна, у вас это- есть что добавить? Да, действительно, это довольно-таки действенная мера, особенно когда идут публикации в социальных сетях о розыске должника. В каких социальных сетях У вы нас, например, публикуете наша данные? инстаграм-страница мы публикуем, и в таких больших знаменитых пабликах, как Крим, Якутия и так далее. У нас был такой случай, когда к нам написали в директ взыскательница и слезно просила опубликовать фотографию должника своего бывшего мужа, просила опубликовать, напишите о нем, что он в розыске, он не оплачивает алименты и так далее. И действительно, после того, как мы опубликовали фотографию, он сам подошел самостоятельно и оплатил задолженность. Ну, то есть действие, можно сказать, налицо, да? Хорошо. Гаврил Петрович, все-таки хотелось бы узнать что-то интересное из судебной практики. Вы нам можете рассказать? Какие-то, может быть, случаи? Ну, случаев таких масса, на самом деле, да. Ну, самые интересные из них. Самые интересные. Ну, сейчас действует такой федеральный закон 215, да, в условиях пандемии, когда, получается, у должников есть право на обращение к судебному приставу-исполнителю за рассрочкой или отсрочкой исполнения обязательств. Вот. Ну, обращался один из предпринимателей в арбитражный суд, но, к сожалению, он не подпадал под критерий, который установлен данным федеральным законом, поэтому в защите права ему было отказано. Хорошо. Действительно, вот сегодня день безопасного интернета, да, и очень интересно, что эту акцию вы приурочили именно в этот день. Да, действительно интересно и актуально, потому что все исполнительные производства, все действия судебных приставов, они неразрывно связаны с информационной системой. Судебные приставы направляют запросы в Росреестры, ГИБДД и так далее. И все это происходит путем электронного документооборота. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, сегодня мы говорим об информационной акции «Узнай о своих долгах», а также о деятельности судебных приставов. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу и сегодня говорим об информационной акции «Узнай о своих долгах», которая проходит в эти дни в столице республики, а также рассказываем об особенностях работы судебных приставов и коллекторских организаций. Напоминаем, что наша программа выходит на телевизионном и радиоканале НВК «Саха» одновременно. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефонам 32 2066 32 11 66. Ну что же, давайте поговорим более подробно о контроле за деятельностью коллекторских организаций. Да? Вообще напомним нашим телезрителям, радиослушателям, кто такие коллекторы и на что имеют право. Пожалуйста. Да, в наши полномочия входит контроль и надзор за деятельностью коллекторских организаций. А данная деятельность регулируется федеральным законом номер 230 ФЗ, который был принят в 2016 году и вступил в силу с 1 января 2017 года. Ну, основные его положения. Вот. А для того, чтобы стать коллектором, да, официально, необходимо пройти процедуру включения в государственный реестр. Эту процедуру осуществляет наша служба. Для этого, значит, юридическое лицо обращается с заявлением, предоставляет необходимый пакет документов, который установлен вот этим 230-м федеральным законом, и после рассмотрения уже принимается решение о включении в государственный реестр, либо об отказе о включении. Хорошо, у нас поступили телефонные звонки. Давайте послушаем. Алло, добрый день. Слушаем вас. Добрый день. Можно задать вопрос? Да, слушаем. Ага. Вот у меня дочка в разводе, у нее 2 детей, да? И вот это... Здравствуйте. Да, слушаем вас. Ага. У меня дочка в разводе, у нее 2 детей. Да. Мы
обращались 4 года, и никаких мер они не приняли. Мгм. Потом нам посоветовали обращаться в суд. Мы обратились в суд. Суд, и суд, как мы обратились, он узнал, что мы обратились в суд, отправил 7 тысяч. И на этом суд закрыли. Тогда как он должен быть оплатить не 7 тысяч, а 700 тысяч на двоих. Уже 4 года они в разводе. Дальше куда можно обратиться? Или Верховный суд, или куда? Вообще приставы, мне кажется, никаких мер не принимают и вообще не работает. Очень жаль. Мгм. Хорошо. И второй у нас еще звонок. Давайте его тоже примем. Алло, добрый день. Алло, добрый день. Ага. Слушаем вас. Говорить можно, да? Да-да-да. А почему перебор не слышно? У меня вопрос такой, да? Говорите. Слушаем вас. Алло. Да-да-да. У меня вопрос такой, да, это новый дом, это какой-то строительная компания была, да? Мы там это внесли, это деньги, суммы энные примерно, да? Мгм. Потом вот под в новом году было дело передано в суд или что-то. А наши дела остановили, да? Теперь повторно можно приняли как-то. Мгм. Какая компания? Новый дом был, это там пошутим был руководитель, Мгм. по-моему. Хорошо, мы поняли. Спасибо за Спасибо. вопрос. Да. Пожалуйста. Давайте по порядку начну отвечать Мгм. тогда. С первого вопроса. По первому вопросу, значит, если вы не согласны именно с судебным решением, да, вам необходимо в установленные законодательством сроки было обратиться с апелляционной жалобой. Вот. Ну, по данному конкретному случаю, я думаю, что вам необходимо подойти на прием к судебному приставу-исполнителю, записаться на прием, да, и объяснить ситуацию. Возможно, после эфира нам дадут контактные данные, да, мы запишем и свяжемся с заявительницей, уточним, почему не рассмотрели там, да, если действительно были такие случаи. Но по закону судебный пристав исполнитель должен вынести постановление о расчете алиментов, да, и направить его сторонам исполнительного производства. Мгм. Хорошо. Вот. И второй вопрос По второму вопросу, да, вопрос Кстати. понятен. Получается, что граждане, видимо, внесли некие средства денежные, да, для строительства дома, но нерадивый застройщик, получив эти денежные средства, не произвел строительство. Необходимо либо в судебном порядке, да, устанавливать, потому что судебные приставы исполнителя, они действуют на основании исполнительных документов. То есть они, если судебное решение будет в пользу вас вынесено, да, тогда судебный пристав исполнитель будет принимать весь необходимый комплекс мер для принудительного исполнения в отношении данной организации. Мгм. У нас еще раз телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло. Да, слушаем вас, говорите, пожалуйста. Слушаем. Мне вот я ходил Каландашвили 7. Мгм. Угу. И там мне со мной, да, вот эти судебные приставы очень плохо обращаются. Вот главное, вот Алексеева какая-то, там толстая женщина есть. И это, как будто я ей лично должен обращаться. Я же ей не лично не должен, я в судебным приставам должен. Очень плохое мнение я вот насчет судебных приставов. Мгм. Хорошо. И еще второй звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Говорите, пожалуйста, ваш вопрос. Вот это хочу спросить. Это из Мирного. Мгм. Мирнинский район. Да, вопрос. Так, ну, к сожалению, сорвался звонок. Давайте Да, ответим. по вопросу, который прозвучал, по обращению гражданина на Каландашвили 7, ему не понравилось обслуживание, возможно, да, там, или прием, осуществляем судебную пристав исполнителя. Я могу сообщить, что у таких граждан есть право обратиться напрямую к руководителю управления по адресу Лермонтова, 25, с жалобой на действие
судебных приставов и исполнителей в порядке подчиненности. Кроме этого, можно обратиться через портал государственных и муниципальных услуг. Это новый электронный сервис, в котором можно также подать жалобу на действие или бездействие судебного пристава. Мгм. То есть посредством электронных, Да, и в например, порядке подчиненности устройств. будет рассмотрена жалоба и приняты соответствующие меры. Мгм. Ну, кстати, можно подать жалобу не только на отношения, но и на бездействие, да, судебных приставов. Тоже Ну, как очень на действие, частое так и на обращение, мне бездействие, кажется. да. Если судебный пристав в течение долгого времени не принимает необходимого комплекса мер. Мгм. Хорошо, у нас вновь телефонный звонок. Алло, добрый день. Алло, добрый Говорите, день. пожалуйста. Так, такой вопрос. По строительству дома вот в Борисовке, так, находятся вот в аварийном ситуации, дом 50, когда они будут решать это? Через суд или как-то? Вопрос понятен, да. Спасибо за вопрос. Вам необходимо обратиться, я так понимаю, что аварийное жилье, вам необходимо обратиться в орган местного самоуправления для того, чтобы установить факт аварийности жилья, да, либо в судебном порядке признать такой дом аварийным и потребовать компенсации за, значит, предоставление жилья. Мгм. У нас еще телефонный звонок. Давайте тоже его примем. Алло, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. 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 Это судебные приставы, да? Вопрос задать. Да, слушаем. Мгм. Ну вот, я когда судился, да, мне дали исполнительный лист приставам, что взыскать 30 тысяч с этого руководителя. Но я в течение 3 лет ждал, и никакого ответа не получал. Потом подходил к приставу, он мне даже не нашел вот этот исполнительный лист. Потом я пошел к руководителю с письмом. Они отфутболили, и до сих пор ничего не решалось. Поэтому я хочу сказать, что вот этот пристав вообще не работает. И нахлебники государства. Мгм. Хорошо. Так, и еще у нас телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло. Алло. Да, Здравствуйте. говорите, пожалуйста. Здравствуйте, я хочу... Так это я или кто? Да, слушаем вас. Это вы. Я хочу спросить у судебных приставов, когда же взыскают, с Федорова Михаила Прокопьевича ООО «Нордкапитал». У него же ООО «Нордстандарт». Он очень много обманул, по строительству ИЖС. И до сих пор никому ничего не возвращает. Мгм. Вот Хорошо, спасибо, мы поняли ваши вопросы. Спасибо за Пожалуйста. вопросы, да. Они имеют более частный характер, поэтому для того, чтобы разобраться полностью в данных ситуациях озвученных, да, вам необходимо написать на электронную почту, либо обратиться через телефоны горячей линии, интернет-приемную и указать все обстоятельства. По вашим обстоятельствам будет проведена проверка и приняты соответствующие меры. Мгм. Хорошо, ну что же, мы продолжаем говорить о работе управления службы федеральных приставов, да, а вот как убедиться, что перед человеком, например, коллектор, и имеет ли он право названивать по 10 раз в сутки? Вот такой вопрос. По 10 раз в сутки не имеет права названивать. Все коллекторы должны иметь определенные телефонные номера, закрепленные за ними оператором связи. Федеральным законом 230 ФЗ установлена периодичность на взаимодействие с должниками. Это должно быть телефонные, если это телефонные звонки, то не более 1 раза в сутки, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц. Мгм. Вот. При этом телефонные звонки ограничены по времени с 8 утра до 10 вечера в будние дни и с 9 до 8 вечера, с 9 утра до 8 вечера в выходные дни. Мгм. Хорошо, а если коллектор звонит, например, по 10 раз и говорит, что есть специальное соглашение, по которому вот он имеет право звонить так часто? На все неправомерные действия коллекторов необходимо обращаться напрямую в Управление Федеральной службы судебных приставов с заявлением. Жалоба будет принята, рассмотрена, и если будут выявлены виновные действия в отношении этих коллекторов, они будут привлечены к административной ответственности. Можно ли вообще отказаться от взаимодействия с коллектором?
Да, такое право есть на непосредственное взаимодействие. Но по истечении 4 месяцев необходимо направить заявление заказным письмом с уведомлением, либо через нотариуса в адрес коллектора, на юридический адрес. Мгм. Я знаю, что с 2017 года действия коллекторов как раз координирует ваша служба, да? И за этот период много ли заявлений поступило вообще о нарушениях? Я могу привести статистику за прошлый год. Да? За прошлый 2020 год поступило 151 обращение. Из них 12, по 12 по обращениям были привлечены юридические лица к административной ответственности. Были наложены штрафы. Минимальный штраф составляет от 50 тысяч рублей. В основном нарушителями выступают юридические лица, которые зарегистрированы за пределами нашего региона. Это Новосибирск, Иркутск там, и прочее. Мгм. А если коллектор угрожает? Если коллектор угрожает, необходимо обращаться уже в правоохранительные органы внутренних дел, поскольку это уже предусматривает уголовную ответственность. Мгм. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы вновь прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим об информационной акции «Узнай о своих долгах», которая проходит в эти дни в столице республики, а также рассказываем об особенностях работы судебных приставов и коллекторских организаций. Напоминаем, что наша программа выходит на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». И мы работаем в прямом эфире, вы можете дозвониться к нам по телефонам 32 2066 и 32 11 66. Мне хотелось бы задать следующий вопрос. Вообще, повлияла ли пандемия на изменения в законодательстве по исполнительному производству? Ну, сам факт введения ограничений из-за пандемии коронавируса не освобождает, конечно, должника от обязанности выплачивать денежные средства в пользу взыскателя. Но, тем не менее, 20 июля 2020 года был принят федеральный закон номер 215 об особенностях исполнения судебных актов, актах других органов, должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции. По данному закону, значит, у должников, как я уже ранее говорил, появилось право напрямую обратиться к судебному приставу исполнителю за отсрочкой или рассрочкой исполнения судебных актов. Но там есть определенные критерии, установленные данным законом, да, то есть это не любые лица, то есть это юридические лица, субъекты малого и среднего предпринимательства, которые наиболее пострадали от пандемии, коронавирусной инфекции и пандемии. Перечень таких организаций установлен постановлением правительства 434. Вот. При этом задолженность у таких юридических лиц-должников должна не превышать 15 миллионов рублей. В отношении должников граждан это должны быть пенсионеры по старости, да, по инвалидности, по потере кормильца. При этом то у есть них социально незащищенные социально незащищенные слои населения, у которых доход не превышает 2 минимальных размеров оплаты труда. На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда составляет 12 739 рублей. Ну, то есть порядка 25 тысяч, если у них заработок меньше, да, прожиточный минимум, то он может обратиться. Но, опять же, сумма долга не должна превышать 1 миллион рублей. Хорошо, дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефонам 32 2066, 32 11 66. И у нас телефонные звонки. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Алло, слушаем вас, говорите. Да, у меня такой вопрос. Вот с 2016 года бывший супруг не оплачивает алименты, да, на содержание ребенка. Долг составляет больше 600 тысяч рублей. И вот я обращалась, конечно же, к приставам и так далее, но так такового отчета я не получила. И человек оплачивает, как будто бы оплачивает, да, но по копейкам. 10 копеек, допустим, 2 раза в месяц. И я знаю то, что человек работает, да, но вот таким образом оплачивает. Как я могу проверить и как можно узнать, вообще скрывает ли он доход или как? Но это же невозможно, то что на ребенка 10 копеек. И во время пандемии как работают пристава, принимают ли лично? Просто я ранее обращалась, но
говорили, что не принимают. Хорошо. Еще один телефонный Здравствуйте. звонок. Давайте примем. Здравствуйте. Алло, добрый день, слушаем. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, насколько достоверна информация вот в госуслугах, и если вот ежемесячные платежи, да, по задолженности, то как они обновляются? Хорошо, Спасибо. пожалуйста. Спасибо за вопросы, да. По первому вопросу, для того, чтобы уточнить о ходе исполнительного производства, необходимо обратиться напрямую к судебному приставу-исполнителю. Да, у нас действительно в связи с ограничениями по пандемии, да, и угрозы распространения коронавирусной инфекции были введены ограничения на прием, то есть необходимо заранее записаться на прием. Для этого вам надо воспользоваться личным кабинетом стороны исполнительного производства и подать соответствующее заявление. С вами свяжутся и назначат время, когда можно будет подойти. Вот. И когда уже придете на прием, там можно будет непосредственно судебным приставом исполнителем, который ведет данное дело, уточнить все обстоятельства и написать дополнительное заявление на привлечение его к административной либо уголовной ответственности. Вот. Тогда уже дело могут передать дознавателям и прочее. Вот. По второму вопросу... По второму вопросу, вот, Елена, думаю, ответит. более достоверную информацию необходимо получать все-таки через банк данных исполнительных производств, потому что могут быть технические сбои. В госуслугах может высвечиваться несколько другой долг, иной долг. Поэтому необходимо пользоваться банком данных исполнительных производств. И в случае оплаты или частичной оплаты, или полной оплаты, да, в банке данных исполнительных производств происходит изменение суммы в течение 3-7 дней, потому что денежные средства должны поступить на расчетный счет судебных приставов, после этого они уже направляются на расчетный счет взыскателя. И после этого только информация обновляется. А у нас вновь телефонный звонок. Алло, добрый день. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. 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 У меня такой вопрос. Имея кредит, задолженность по кредиту, да? Допустим, купил телефон. Работаю, это я говорю насчет многодетных матерей, да, с грудными ребенками. Деньги, которые поступают на пособие ребенка, они бывают, по-моему, были случаи, что аресты. Все, понятен вопрос. На самом деле, в соответствии со статьей 101 Федерального закона об исполнительном производстве, данные денежные средства, которые пособие на ребенка, они защищены, и на них не обращается взыскание. То есть, скорее всего, были какие-то другие денежные средства, на которые было обращено взыскание. Также бывают случаи, когда, например, поступило пособие на одну карту, да, они защищены, не снимаются, но когда должник сам эти средства переводит на свою же другую карту, сам переводит, тогда уже на эти денежные средства будет обращено взыскание. Хорошо, понятно. Вот есть такой интересный термин, как правосознание. Да? Вот что он означает в вашем понимании? Ну, в моем понимании термин правосознание – это способность субъекта права понимать, да, принимать ответственность за свои действия, знать о своих правах, обязанностях. И в основном она зависит от воспитания, да, и окружающей среды. А вообще какова динамика уровня добровольного исполнения судебных решений? Много у нас действительно вот осознанно подходят люди, погашают свои долги и так далее? Я считаю, что да, если при наличии возможности люди стараются сразу погасить задолженность, как только появляется у них информация о том, что у них появился долг, там, ну, штрафы, да, за там, правила дорожного движения, нарушение правил дорожного движения и прочее. Тут люди сразу приходят, оплачивают налоговые какие-то платежи. Бывают случаи просто, когда действительно там берут много кредитов, и уже не из чего платить, нигде не работает, тогда, да, тогда, получается, применяются уже иные меры принудительного исполнения. На ваш взгляд, вот справляется ли с такой задачей Федеральная служба судебных приставов самостоятельно, или все-таки следует объединить усилия, может быть, с другими службами? Ну, у нас вообще действует межведомственное взаимодействие со многими, значит, государственными органами, да, и думаю, что совместными усилиями принимается необходимый комплекс мер для того, чтобы взыскатели получили свои денежные средства. Вот. Ну и также соблюдаются права должников при этом.
Мгм. Как считаете, есть ли возраст, с которого должна прививаться правовая культура населению? Это должно быть детство, либо юность, когда приходит более осознанное время? Ну, конечно, мы считаем, что это все-таки уже с юношества. Действительно, это так, потому что у нас также есть конкурс «Юный правозащитник», где дети судебных приставов или же дети других органов могут принимать участие, раскрывать очень интересные, актуальные темы. Тем самым детям, юношам прививаются уже такие вот навыки, знания, можно сказать, правосознание. Ну, я думаю, да, с 10 лет это уже вполне сформировавшаяся личность, поэтому дети тоже должны принимать участие в таких вот акциях. Ну, я думаю, что профориентационная работа, наверное, тоже здесь играет большую роль. Безусловно. То есть, Ваши сотрудники посещают учебные заведения, школы? Конечно, наши сотрудники посещают. Кроме того, судебные приставы в период пандемии проводили, так сказать, уроки мужества посредством Zoom. Проводили классные часы для школьников, для нашей кадетской школы. Это детям очень интересно. Они все очень активно участвуют в этих классных часах. Это очень интересно. Елена Владимировна, вот в начале разговора мы говорили об электронных сервисах. Есть какие-то нововведения здесь? Да, вот совместно с Минцифрами Федеральная служба судебных приставов России разработали новый цифровой сервис. Теперь на госуслугах есть возможность гражданам и представителям юридических лиц подавать заявления, отводы, жалобы, ходатайства можно подать. До этого, конечно, не было такой возможности. Кроме этого, на нашем официальном сайте можно подать обращение электронно посредством интернет-приемной. Ежемесячно на нашу интернет-приемную поступает более 500 обращений, которые обрабатываются нашими судебными приставами. Вот. Хорошо. Ну и мне хотелось бы в завершении нашего разговора задать следующий вопрос. Вообще, каким вы видите судебного пристава лет через 5-10? Каким он будет? Ну, сейчас проходит реформа, да, все мы знаем, что Федеральная служба судебных приставов теперь является органом принудительного исполнения, да, соответственно, повысилось денежное довольствие сотрудников. Поэтому мы думаем, что лет через 5 в нашей службе будут работать наиболее квалифицированные кадры, подготовленные. Елена Владимировна. И, кроме того, мы переходим на цифровое исполнительное производство. Сейчас очень огромная работа ведется в этом направлении. Все будет уже автоматизировано и электронно. Хорошо. Мы благодарим вас за очень интересный и актуальный для всех нас разговор. Я напоминаю, дорогие друзья, что это была программа «Якутск сегодня». Ее подготовила и провела редактор Саргалана Антонова. Сегодня мы говорили об информационной акции «Узнай о своих долгах», говорили о работе приставов и коллекторских организаций. Итак, всего вам самого доброго и до свидания.